Я продолжаю писать карту дня на 29 марта. Это вторая часть. Здесь я смотрю следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков, вам нужна первая часть. Ее вы можете найти под этим видео в описании. Есть ссылочка. Да, там так и написано. Ссылка на первую часть. Вы нажимаете и переходите. Если не можете найти, можете оставить в комментарии для меня, да, запрос. Я вам эту ссылочку оставлю. Так, а я смотрю дальше. Весы. 29 марта. Вторник. События для весов. Покажите мне, пожалуйста. Что будет у весов происходить? Злой человек, змея. В окружении может быть, да, какой-то ядовитый. Тайное свидание, тайная встреча. Ссору нельзя. Ключик. Есть ключ у вас, показывает, что все в ваших руках в этот день. Да, то есть для вас нет никаких проблем, сложностей. Угу. Даже вот есть скользкое дело, но я думаю, благодаря ключу вы сможете эту ситуацию избежать. Какое-то событие может быть связано с детьми. Дети, цыпленок. Ух ты, ничего себе. Убежала как. Новость нельзя. Исполнение желаний нельзя. Приглашение. Рядышком с детками может быть, либо вы приглашаете детей, либо дети приглашают вас, дети, внуки. Может быть, как-то так проиграться. Смотрим периметр. Может быть, кстати, убежал камешек, причем далеко. Поездка далеко, то есть нужно куда-то далеко ехать, как вариант. Так, здесь нет, здесь нет. Победа, флаг есть. Победа, выигрыш, какой-нибудь результат вы можете в этот день получить. Якорь. Якорь может показывать фиксацию, то есть когда вы проводите где-то много времени в одном месте. Так, а здесь нет. Получается, смотрите, сколько у вас событий много. Первое – это тайная встреча какая-то. Затем идет, ну, скажем так, человек с длинным языком в вашем окружении. Да, кто-то вас попытается как-то задеть, укусить. Все в ваших руках. Событие, связанное с детками, приглашение, скользкое дело – это какое-то заманчивое предложение, от которого желательно отказаться в этот день, да, потому что это обман. Победа и якорь показывает вашу фиксацию в этот день. Да, то есть, ну, это вечер, да, скорее всего, вечер проводите где-то в одном месте. Так что вот такое, столько много событий у вас на один день выпадает. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Не хотят весы уходить. Скорпионы. Смотрим. Скорпион, 29 марта. 29 вторник. События дня. Покажите мне для скорпионов. Для скорпиончиков. Что там? Угу. Скользкое дело. Обман. Да, то есть
Может быть, прям, причем прям вот с утра сразу. Замок нельзя. Дорога, поездка. Новость нельзя. Ключик. Ключик хорошо, да, то есть рядом с дорогой показывает, что все двери открыты, да, препятствий нет, можно свободно ехать. Казенный дом может показывать аэропорт, ЖД вокзал, да, то есть, например, автостанцию. То есть поездка, вы откуда-то едете, не на машине, допустим. Или поездка в какое-то госучреждение. Налоговая, больница. Приглашение. Ну да, вас куда-то зовут. Так, проверяем периметр. Верность. Гармоничные отношения в паре. Угу, больше не вижу. Значит, первое, самое важное. Скользкое дело. Пожалуйста, будьте внимательны, будьте начеку. Это какое-то предложение, да, вот заманчивое, например, там, билеты, да, в 2 раза дешевле. Но это по-любому будет какой-то обман. Да, то есть, ну, это как пример, допустим, это когда мы что-то, да, вот что-то нам предлагают, кажется это выгодным, но чаще всего это, да, нам потом дороже обходится. Поэтому обратите внимание, будет какое-то предложение, от него лучше отказаться, да, или, по крайней мере, нужно будет перепроверить эту информацию, чтобы убедиться, что это не обман. Дальше показывает поездка, ключик, все в ваших руках, посещение какого-то госучреждения, приглашение и гармоничные отношения в паре. Видите, все прекрасно, кроме вот одного события. Так что ваша задача не попасться на крючок во вторник на чей-то. Смотрим дальше. Стрельцы. Сейчас будем выяснять, что у вас. 29 марта. Вторник. Покажите мне, пожалуйста, события для стрельцов. События для стрельцов. Колебания, сомнения. Новость нельзя. Радость, солнышко. События в месяце. Любовь. Друг. Подружка, друг, подружка. Свидание нельзя. Верность. Ну, тут у вас прям личная жизнь бьет ключом. И любовь, и верность. Казенный дом. Это посещение госучреждения.
решение вопросов. Да, вот возможно, как раз в этом в госучреждении в этом получится что-то решить. И пустые разговоры — это когда мы с кем-то болтаем. Да, вот, например, с другом. Так, дерево нельзя, потому что эта карта уже была зафиксирована. Смотрим теперь периметр. Ну, у вас тут, конечно, и так очень много событий, но периметр все равно нужно проверить. Неприятность нельзя, интимная связь нельзя. Здесь нет, конверт нельзя, и здесь нет. Получается, первое — колебание, сомнения, отличное настроение, что-то, что с вами происходит каждый месяц, в конце месяца какое-то событие может быть, любовь, верность, общение с другом, да, вот разговоры, посещение какого-то госучреждения и решение вопросов там. Замечательный день, смотрите, тут у вас и в личной жизни все хорошо, и в работе, и настроение отличное. Замечательный день. Благодарю за внимание. Стрельцы, перехожу к козерожкам. Так, козерожки, смотрим. Козероги, 29 марта. Свидание, первое событие. Цыпленок — это дети. Деловое общение. Друг. У вас тут целый день общения. Общение с детьми, общение по работе, общение с друзьями. Угу. Проверяем периметр. Не вижу я совпадений ни по вертикали, ни по горизонтали. Значит, получается, первое событие — свидание, второе событие будет связано с детьми. Это могут быть не ваши дети, да, то есть, допустим, там дети друзей, племянники, крестники, младшие братья, сестры, как вариант, какие-то детки, ученики, может быть. Дальше идет деловое общение и общение с другом, подружкой, да, с друзьями, какое-то еще может быть общение в этот день. Вот такой у вас, козероги, день общения. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к водолеям. Смотрим, водолейчики. 29 марта. 29 марта, вторник. События дня покажите мне, пожалуйста.
для водолеев. События дня. Вторник. Смотрите, человек в короне, да, то есть это встреча с представителем закона власти, ну, с каким-то, в общем, важным человеком. Может быть, начальник, да, там, например, там, налоговый инспектор какой-то. Печаль, глубокие переживания. Так, смотрите, если кто-то заметил первую луну, значит, у вас проиграется событие, печаль не проиграется. Но мне в глаза вот первая печаль бросилась. Верность нельзя. Решится дело какое-то, да, то есть, возможно, с этим человеком решите какие-то дела. Череп нельзя. Да, ключик показывает, что у вас точно будет все получаться в этот день, потому что все как бы в ваших руках. Время. Следите за временем. Вот из-за чего может быть переживание, из-за времени. Да, например, к этому чеку назначено, да, на определенное время, и, может быть, вы будете опаздывать, да, там что-то спешите, переживать из-за этого. Траты. Ну, или, скажем так, финансовые операции, давайте я так это назову, да, то есть у кого-то траты, у кого-то покупки, у кого-то переводы, снятие денег, в общем, все что угодно. Какая-то операция связана будет с деньгами. Так, теперь проверяем периметр. Что здесь у вас? Угу, горизонтали нет. Вертикали тоже нет. Получается, первое событие – встреча с каким-то важным человеком, решение вопросов, сильные переживания, время. Следите за временем. Ключик показывает, что все равно все решится, все вы успеете, да, только вот нервы себе немножко пощекочете. И еще могут быть финансовые операции. Так что, водолеи, все вам показала, рассказала. Благодарю вас за внимание. Перехожу дальше к рыбкам. Рыбы, 29 марта, вторник. 29 марта, вторник. События дня для рыбок покажите мне. Поездка у вас первая выпадает. Поездка, дорога, путешествие, то есть что угодно, да, какое-то перемещение. Гости нельзя. Финансовые операции, да, возможно, как-то будет связано с этой дорогой, например, траты, да, на дорогу. Метла. Метла, ссора или наведение порядков. Солнышко нельзя. Рыба. Скользкое дело. Может быть, кстати, за нее ссора, да, из-за рыбы, из-за этой. Скользкое дело – это какое-то предложение, но это предложение является обманом.
время. Нужно будет обязательно следить за временем, обращать внимание на время. Так, сейчас я еще проверю периметр. Нет. Есть сундук, это прибыль. Да, то есть в этот день, смотрите, у вас есть и прибыль, и траты. Дальше колебания, сомнения нельзя. Нет. Нет. Нет, не вижу больше. Значит, что у вас тут получается? Поездка, траты, небольшая ссора какая-то, выяснение отношений, обман, время, следить нужно за временем и получение прибыли. В общем, у вас тут из минусов, да, это обязательно время, следите за часами, да, то есть в этот день все делайте заранее. И следите вот за каким-то предложением. Будет предложение, и это будет, скорее всего, обман. Так что перепроверяйте все, что вам предлагают в этот день. То есть обычно это что-то очень заманчивое, да, там в 2 раза дешевле, очень выгодно или очень быстро, да, то есть вот можете получить очень быстро, долго ждать не надо. Вот это вот точно может быть обманом. Так что будьте начеку, рыбки. Благодарю за внимание и жду вас, вернее, жду на своих новых видео. Ну и ваших комментариев, конечно, тоже жду. Благодарю за внимание.